Столица Мордовии, город Саранск, сегодня поражает вас своим разноцветием. Где бы вы ни находились, вы обязательно ощутите то, как усиленно готовился город к проведению чемпионата мира по футболу в прошлом году. Говорят, если старание видно, значит старания слишком мало. Но это не наш с вами случай. Здесь старание видно, и видно, что его было слишком много. Перестарались, проще говоря. В результате сегодня город выглядит так, как выглядела бы пятилетняя девочка после знакомства с маминой косметикой. И все это было бы, конечно, смешно, когда бы не было так грустно, потому что вот над этим объектом, например, в столице Мордовии давно уже никто не смеется. Так уж устроены эти стадионы, вроде этого, на 40 с лишним тысяч мест, что они скорее уничтожают городское пространство, чем создают его. Так и случилось здесь. Власти Саранска от чего-то решили поставить этот стадион едва ли не в самом центре города. И известно, к чему это привело. К тому, что территория едва ли не в центре города оказалась попросту утрачена и утрачена навсегда. Стадионы не притягивают людей, они от них отгораживаются вот такими огромными заборами и вообще всей этой своей огромной территорией, которая, конечно, необходима им для их жизнедеятельности. А жизнедеятельности практически ведь и нет никакой. После чемпионата мира здесь не было событий практически никаких. А ведь этот стадион обошелся в 17 миллиардов рублей. Это даже на 2 миллиарда больше, чем, скажем, строительство Казань-арены. И это больше половины всего бюджета Республики Мордовии, всех доходов этого бюджета за год. Поэтому, конечно же, неудивительно, что у пятилетней девочки вместе с маминой косметикой отобрали еще и папину кредитную карточку. Так был ли необходим современному городу с населением всего в 300 тысяч человек этот Колизей на 40 с лишним тысяч мест? Надо полагать, что власти Мордовии исходили из тех же соображений, из которых исходили в свое время императоры Рима. Но в Саранске 21 века львы больше не рвут на куски гладиаторов, и отвлечь людей от телевизора подобным зрелищем невозможно даже даром. Колизеем, кстати, в народе прозвали и вот этот, все еще недостроенный огромный спортивный комплекс прямо на площади в центре города. Выражается сильно русский народ, говорил Гоголь, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему и в рот, и в потомство, влепит сразу на вечную носку. Ну да, у всех свои недостатки. Мордовия, у которой есть еще и чужие, своих тоже имеет достаточно. Безденежье, увы, порождает безвкусие, и в позолоченном центре города Саранска строения нагромождены с чисто купеческой пошлостью. Возникает ощущение, будто все это свезено сюда на продажу. И поскольку женихов пока не рать, дошло уже до того, что предлагать себя начали и стоящие одною ногою в могиле предприятия города. Здесь завод «Биохимик» был, работал полную мощность. Где-то было до 3000 работников. В 10 раз сократилось количество работников, а все помещения вокруг уже сдаются в аренду. Приборостроительный завод – это тот самый редкий полуживой зверек, которого еще можно потрогать руками, вместе со всеми остальными. На заводе теперь и контактный зоопарк, и банкетный зал, и точки общепита. Даже время остановилась в своем развитии. Мы можем смотреть по тепличному. Недавно продали, по сути дела, одно из главных наших предприятий. Продали, чтобы заработать? Да, продали, чтобы как раз рассчитаться с госдолгом, хоть как-то. Естественно, все это госдолг лег, как мы и говорили, на плечи простых людей, простых жителей города Саранска и Мордовии. Мы все сами. Все видели, весь дом видели, что вот делают, мы все сами делали, своими руками. Низкооплачиваемые члены саранской команды сражаются за честь родного города в отсутствии тренера. Приходится импровизировать, и даже урны возле подъездов жилых домов зачастую сделаны своими руками. При отсутствии еще и доходов в дело идут отходы, и детские площадки возводят из вторсырья. Если на столе нет ничего настоящего, приходится довольствоваться прошлым. Сколько, наверное, мне лет, столько и этим лет качели. Это разве дело? Они все разбитые, убитые. Песок весь засранный. Спросили. Я говорю, привезите нам новый песок. Вам и так-то тротуар сделают. Весь ответ. Когда она мне говорит, тот раз пришла в дом управления, я говорю, вы что-то нам тут наделали, детскую площадку. Что вы хотите, как в Москве жить? Ну а мы чем хуже как в Москве? Да. Я говорю, ну а чем мы хуже? Крыша течет в прямом смысле слова. Это уже и фотографии я это фотографировал, туда отнесла.
мне ничего. У нас денег нету, мы банкрот. А как жить? Люди спят. Кто вам сказал, что он банкрот? Вот наши с коммунальной. Город Рузаевка, второй по величине город Республики Мордовия. Нам может показаться, что речь идет о каких-то сотнях тысяч. На самом деле нет. Город Рузаевка – это всего 44 тысячи человек, живущих здесь сегодня. Почему я говорю сегодня? Потому что завтра, может быть, будет 43, а послезавтра, может быть, уже и все 42. Ведь когда-то их было 55 тысяч. Куда они все делись? Они уехали отсюда в поисках лучшей жизни. И вообще есть такое ощущение, что когда-то вот на этой штуке рядом с годом рождения города появится черточка и еще одна дата. Год смерти, конечно. Рузаевка – территория опережающего социально-экономического развития региона, гласит этот плакат. Мы там только что были, мы там только что все видели. Наше мнение такое. Если развитие Рузаевки и опережает что-то, то возможно только развитие младенца. Ну неужто не видят? И никому ничего не надо, все это идет своим чередом. Житель Рузаевки Владимир Иванович Лукачев – человек беспартийный и бесстрашный. Ему, как и всей теперь уже стране, известно, что, например, национальный проект по дорогам в Мордовии провален практически полностью. Но только ему не все равно. Вот сейчас едем, это улица Пугачевская. Вот. Дорогу это не собирается даже делать. Она, может, по отчету издана уже, но суть-то в том, что здесь не пройти, не пройти. Сейчас хорошо, вот немножко подсохло. В этом заповеднике советской эпохи, в котором людям уже не нужно бороться против эксплуатации, а скорее нужно противостоять собственной ненужности, что, конечно, куда сложнее, настолько привыкли играть по старым схемам, что просто зачастую не знают, что делать с мячом. Даже те деньги, что с трудом добираются сюда, лежат мертвым грузом, и улица 1905 года, по плану уже обязанная сиять, выглядит, как и положено, как улица 1905 года. Деньги выделены. Деньги выделены, все есть, да. Ничего не осталось. Да, деньги выделяются, а тем более деньги не маленькие, 50 миллионов. Это, слава богу. Чтобы хотя бы вот здесь прибраться. Да, убрать, спланировать, хотя бы что-то сделали. Мы ведь с вами в центре города находимся? Да, центр города. Уже центре нет. Центральный сквер? Да, центральный сквер. Это уже больше... После людей, да? Да, здесь уже больше нет. Здесь самое основное. Если пострижен бюджет, то пострижены только кустики. Центральный сквер Рузаевки цветет и пахнет. Догадайтесь, чем. Зеленая глушь прямо посреди города. А рядом старый клуб, который, в общем, тоже в лесах. И давно. Глава обещал в 16-м. Да, в 16-м. Да, как раз перед выборами. Здесь это все было завуалировано, все. И вот по сегодняшний день все это. А сейчас вообще уже денег нет, и стоит здесь только одна охрана, больше никого нет. Реконструкция клуба подорожала в итоге до 300 миллионов. Теперь можно было бы украсить строение бриллиантами, а не этой бижутерией. В мечтах, разумеется. Мордовские города – это города изобретателей. А изобретать, конечно, легче, чем использовать. Огромные рузаевские профилактории, например, просто уничтожили. Не потому, что теперь все живы-здоровы, а потому, что смертельно болен бюджет. Да, ну это ужасно, когда это же здесь был профилакторий. Вот, здесь население города Рузаевки, Рузаевского всего района. Вот, это было-то сколько, 3 года назад всего? Ну, 3-4 года назад, потому что здесь было, значит, 3 отделения. Здесь паллиативное отделение было, здесь неврологическое отделение было. За коммунальные услуги нужно было заплатить где-то 2 миллиона якобы. Но неужто... вот эта экономия пресловутая. Да, эта пресловутая экономия уже привела к тому, что мы остались без профилактории и все. Но даже если был хозяин настоящий, хотя бы это помещение можно было сдать под какой-то санаторий, продать. И то в какой-то бюджет деньги пришли. А это же ужас чего здесь. 112 миллионов доходов. Вот и весь бюджет рузаевский. Раз в 5 меньше, чем у наших малых городов. И тем более удивительна эта привычка больного мордовского организма даже не распродавать с молотка, а просто избавляться от лишних внутренних органов. Впрочем, это вполне себе традиционный в стране метод лечения общего, так сказать, недомогания. Называется он оптимизация. В Мордовии это произвольное сокращение мышц. Берут и закрывают школы и возят, значит, на автобусе в другие школы. А школы средние, не то, что там начальные классы, а средние. В районе очень много. Вячеслав, вот за этим забором сегодня покоятся останки, можно сказать, да? Ну, фактически, да. Давайте посмотрим на то, что осталось. Да, давайте.
Село Подлесная Тавла всего каких-то 20 километров от Саранска. В этой школе в селе еще в мае обучались 19 учеников. Последних 19. В июне школу закрыли и закрыли навсегда. Людям, конечно, пояснили, что учеников слишком мало, что школа отстала от жизни, но люди чай не лаптем щи хлебают и соображают, что к чему. Сельская школа – дорогое удовольствие, без видимой прибыли. А 20 учеников-то сейчас куда? Вот сейчас 1 сентября, скоро, через несколько. Их отправляют учиться в район. Но в чем весь смысл? У нас с райцентром нету фактически никакого сообщения. Есть грунтовая короткая дорога, 7 километров, но летом по ней, кроме как на внедорожнике, не проедешь, а зимой она от снега не убирается. А с вами что будет? А с нами, о нас никто, наверное, не подумал. Вам не предложили никакой работы? Нет. Из 20 бывших, теперь уже учителей школы, работу предложили лишь одному. Надежда Дмитриевна Баляйкина, учитель родного эрзианского языка, а школа-то была национальная, потеряла не столько источник дохода, сколько покой. Тем более вот скоро 1 сентября. Как у нас одна учительница говорит, ладно, я хоть не буду видеть, они с другого села ездят, а нам-то каждый день, видите, нужно проходить мимо школы. Мимо развалин уже практически. Мимо развалин, да. А ведь Подлесная Тавла – село необычное, одно из самых туристических сел всея Мордовии. Здесь, в художественной школе, изготавливают знаменитую тавлинскую деревянную игрушку. Здесь, в этнографическом музее, проходят всероссийские фестивали и семинары финно-угорских народов. Толпа туристов буквально, да? Ну, в принципе, да, могу порадоваться такому событию, что у нас очень много гостей из разных регионов России, ну, конечно, из Мордовии. Ну, это же просто... Это все старое, да? Туристов и гостей Саранска, и футбольных, и нефутбольных, всегда возят именно сюда, потому что все настоящее. И это как бы у нас в селе Подлесная Тавла очень хорошо прижилось. И скажу, что это единственные, наверное, в последнее время промыслы, которые все-таки имеют какое-то развитие. Настоящее-то настоящее, а если будущее у этого музея теперь, и у тавлинской игрушки в частности? С закрытием школы не приходится ожидать, что рождаемость в деревне поборет смертность, и кто, собственно, через несколько лет возьмет в руки инструмент. Я удивляюсь тому, что почему-то детскую художественную школу пока не закрывают. Я не знаю, откуда будут брать учеников, откуда подвозить это. Но это нелогично, и это непонятно, почему школы общеобразовательной нету, художественная школа есть. Надо кричать, колокола бить, об этом надо. И все же мы увезли с собой из Тавлы маленькую частичку надежды. Вот этот самый известный местный сувенир – солнечный тавлинский конь, народный пегас. Помощь, которую когда-то послал на землю мордовский мифологический бог солнца. Помощь, которую ждут здесь и сегодня. Это тот самый символ надежды на то, что когда-нибудь и ваше самосознание, и республика все-таки возродится.